Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Когда в семье появляется тяжело больной человек, жизнь близких меняется. И вопрос ухода, психологическая нагрузка, нехватка времени, специальных знаний и порой просто физических сил — все это ложится на плечи родни. Но есть и те, кто приходит на помощь в этой непростой ситуации. Сегодня мы поговорим о том, какие есть формы поддержки в случае возникновения таких ситуаций, как можно получить эту помощь, кому нужен вот такой долговременный, в том числе социальный уход, и о проектах, которые делают жизнь таким пациентам лучше. У нас сегодня в гостях Наталья Алексеевна Каратаева. Она является директором автономной некоммерческой организации «Долго жить», а также является общественным куратором отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте. Вот расскажите о том, как появилась идея создания проекта «Долго жить» и какие задачи ставите перед собой лично и как перед общественной организацией. Общественная организация, она была еще создана до меня. Меня пригласили в качестве руководителя. А до этого вы сами знаете, что я работала по другим социальным проектам, в части помощи людям с тяжелыми, тоже неизлечимыми заболеваниями почек и печени. И вот эта тема, она меня до сих пор, вот в этой сфере я нахожусь. И сейчас я работаю в сфере паллиативной помощи и долговременного ухода. У меня чуточку сместилась целевая аудитория, это люди старшего возраста. И сейчас мы большое внимание именно оказываем их ближайшему окружению, то есть родственникам, первому звену, которые осуществляют за ним уход дома. Эта общественная организация, она, конечно, очень много НКОшек, которые работают с пожилыми людьми, да, с людьми старшего возраста. В основном там социальные проекты, социокультурные проекты. Но у нас в республике пока еще недостаточное количество НКОшек, которые работают в части медицинской поддержки. Очень не хватает пациентских организаций. Вы это сами, как врач, чувствуете и знаете. Также у нас есть, конечно, некоммерческие организации, которые по таким узким направлениям тоже работают. Это тоже, конечно, очень нужно. И я очень рада, что есть организации, которые работают в сфере поддержки детства. Это, конечно, нужно в первую очередь, но взрослым людям тоже нужна помощь. А вот вообще как обстоят дела с оказанием паллиативной помощи и вот на койках сестринского ухода, которая помощь оказывает? Если взять открытые источники, то в нашей республике в паллиативной помощи нуждается где-то 4-6 тысяч человек. Но и с каждым годом вот официальные власти говорят, что идет рост количества людей, которым нужна вот такая помощь. Что такое паллиативная помощь? Паллиативная помощь — это, я бы сказала, комплексная поддержка не только пациента, но и их родственников, то есть ближайшего окружения, как я ранее говорила, да. Это помощь, которая она направлена на не излечение, да, а на повышение качества жизни больного человека. И тут я очень хочу вспомнить слова признанного эксперта, который говорит, что паллиативная помощь — это даже в первую очередь как бы фокус внимания не на самого пациента, а на тех, кто остается после него, чтобы у них не было чувства вины, чтобы они как бы выполнили свою миссию и достойно проводили его. Да? И вот поэтому именно здесь, наряду с медицинской помощью, именно социальная и психологическая помощь, она очень важна. Мы, конечно же, уделяем очень большое внимание именно психологической помощи, потому что, как сказать, людям очень нужна психологическая помощь. Когда внезапно в семье заболевает человек старшего возраста, неважно кто, да, то зачастую бывают вот этапы там, примирения, вот это вот все 5 психологических этапов проходит вместе с пациентом и его семья.
И здесь психологическая помощь, она в большей степени нужна именно ухаживающим родственникам. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда пациенту не до этого, у него состояние не позволяет получить вот эту помощь. Ну, паллиативное от слова палео, это как плащ, который должно окутывать вот этой заботой, помощью пациента и его семью. А вот с какими они трудностями сталкиваются? Вот с чем вы в первую очередь сталкиваетесь? Если взять со стороны именно семьи, то, конечно, они не знают, что вообще есть такая помощь, паллиативная помощь. Очень мало информации, они не знают, куда обратиться за помощью. Также, конечно, не хватает ресурсов охватить всех именно вот помощью, потому что часть людей вообще не знает. Поэтому у нас тоже был недавно, несколько лет назад, проект по поддержке семейного ухода. И мы большой акцент делали именно на консультационную помощь. Вот допустим, семья столкнулась с какой-то болезнью, человек стал лежачим, ему нужна поддержка. Если это онкология, то обезболивание. Если еще есть вот эта помощь кислородными концентраторами и так далее, где можно это получить помощь. Мы рассказывали, что вот в нашем городе, если взять, то есть 2 больницы, которые вот этим занимаются. Медцентр города Якутска, в ведении которого находится Центр паллиативной помощи. И также Республиканская клиническая больница номер 3. И мы сейчас очень тесно, вот как меня пригласили работать вот в этой сфере, мы начали проекты совместные именно с Республиканской клинической больницей номер 3. Мы начали работу вместе с их выездной паллиативной службой. Мы выезжали на дом, обучали родственников уходу. Вот с этого и потихонечку мы вникали вот в эту сферу, как можно выстраивать помощь и так далее. Но, к сожалению, мы сейчас, как общественная организация, работаем в основном только на грантах. А вы сами знаете, что это очень короткие истории, что невозможно при таких условиях выстроить какую-то системную, вот такую помощь. Тем не менее, когда период между грантами, у нас идет такая волонтерская помощь, и мы тоже пытаемся помочь. Тут я еще хочу очень сильно, вот как бы сказать, и обратиться к руководителям других больниц, да, что когда вот такая система, когда рядом с больницей есть некоммерческая организация, у которой, в отличие от больницы, есть широкие возможности привлечения финансирования. Несмотря на то, что они маленькие, они очень гибкие, они очень быстро могут адаптироваться к изменяющимся условиям, к новым каким-то реалиям и быстро организовать помощь. Просто нужно их поддержать и нужно с ними партнериться. И как показывает наш 5-летний опыт сотрудничества с РКБ номер 3, то вот, в принципе, нам было бы очень сложно и даже практически невозможно влезть вот в эту тяжелую сферу паллиативной помощи. У больницы есть еще отделение сестринского ухода. И мы, как общественные кураторы, прямо начали работать с этим отделением с первых же дней его открытия. В этом году отделение отмечает свой маленький юбилей, это 5-летие, и мы тоже вместе с ним, как говорится, да, что вот как строится партнерство. Руководство больницы понимает, что своими силами как бы организовать, так скажем, полноценный комплексный уход все-таки вот в сестринском отделении не получится. Нужны еще другие специалисты, которых нет в штатном расписании. И вот здесь мы приходим со своей командой, с психологами, с нейротренерами. Да. Сейчас как раз у нас идет грантовый проект «Студия когнитивного здоровья «Долгожить». И они приходят в отделение, и мы работаем с пациентами. Но мы работаем не только в отделении, после выписки мы тоже к ним приходим домой и тоже продолжаем помощь.
Что еще хочу сказать? Так, вот почему мы сейчас пришли к теме деменции, да, когнитивных нарушений. Прямо с первых наших проектов мы, когда ходили по домам, мы там видели людей после инсультов, да, которые лежачие, которые лежат в 4 стенах, и у них, к сожалению, тоже начинаются когнитивные функции, когнитивные нарушения. И постепенно, с каждым разом. Также мы видим, что в отделении уже с каждым годом становится все больше пациентов с деменцией. И мы решили, что нужно создать, реализовать, спроектировать такой проект и побольше рассказывать населению, где они могут получить помощь и как вообще защититься от деменции. А что представляет себе школа домашнего ухода? Школа домашнего ухода. Эту технологию мы, конечно же, переняли от других наших коллег. Мы сперва делали это у себя офлайн, да, приглашали родственников. Но вы же понимаете, когда родственник, он 24 часа в сутки ухаживает за своим лежачим пациентом, ему просто некогда приходить. Ему просто некогда приходить, и мы тогда поменяли немного тактику. Мы сейчас выезжаем на дом. Выезжаем на дом. Плюс еще есть у нас бесплатное онлайн-консультирование по каким-то, по общим таким темам, но лучше приходить на дом и уже в индивидуальном порядке, какую помощь и как организовать помощь конкретно данному пациенту. А вот социальный прокат оборудования? Прокат оборудования, он тоже у нас остался после одного грантового проекта. Да, и сейчас мы им очень хорошо пользуемся. И что я хочу отметить, обычно нашим прокатом пользуются жители районов. Да, жители районов. Особенно им нужны кислородные концентраторы и аспираторы. Такое оборудование. А коляски, эти мелкие ТЦР, да, они могут у себя найти по месту жительства через социальные учреждения. Это не проблема, как говорится. А на каких условиях вы предоставляете это оборудование? Как можно взять? Как можно взять? Они должны к нам обратиться, но у нас получается платный пункт проката. И на эти деньги мы потом нанимаем людей, чтобы обеззараживать это оборудование и, возможно, даже закупить новое оборудование. Но мы стараемся оснащать наше оборудование через грантовый проект. Что такое респисная помощь? Респисная помощь, сейчас мы будем, конечно же, уходить от таких английских слов, по-русскому это передышка. Конечно же, человеку, ухаживающему очень долго, каждый день, без перерыва, очень нужен отдых. Иногда мы переходим в семьи, да, когда мы делаем домашние выезды и видим, что больше помощь нужна ухаживающему человеку. Там где-то в комнате сидит пациент, орущий, агрессивный, у которого не подобрана терапия, да, лекарства. И рядом с ним нас встречает тоже такая прямо очень-очень агрессивная его жена. Таких случаев, к сожалению, очень много. И бывает, что здоровье у ухаживающего намного хуже, чем у самого пациента. Социальные сиделки, как раз социальные сиделки, это кто? У нас был проект по гранту главы республики по социальным сиделкам. Мы пытались опробировать эту модель, обучали сиделок и потом мы приходили к людям, их отправляли на бесплатный патронаж, мы их находили именно через выездные паллиативные службы. Они нам говорили, где особо нужна помощь, и мы приходили там на 4 часа, грубо говоря, в день. Но если взять систему долговременного ухода, то сейчас они тоже максимум 4 часа.
Но сейчас сложилась такая ситуация, если, допустим, семье нужна сиделка, да, помощник по уходу, он сейчас называется по-современному, то это бывает очень-очень проблемно найти. Несмотря на то, что дорого, то сиделок практически не найдешь. А вот по поводу обращения к волонтерам, допустим, да, вот где их можно найти, вот где, по каким контактам, возможно? К нам обычно приходят волонтерить наши благополучатели. Это родственники, да, которые были раньше ухаживающими, после ухода их близкого. Они понимают, насколько важна эта тема, что никто от этого не застрахован. И также мы сейчас стараемся выйти в СМИ, рассказывать про нашу деятельность. Ну и люди могут нам адресно помочь, предоставить памперсы, а мы их потом, как сказать, раздадим особо нуждающимся, потому что у нас есть такой список семей, которым нужны вот такие расходные материалы. Если более подробно, как вот сотрудничать с больницами, в том числе с РБ-3, например, с медцентром города Якутска, где полноценное тоже отделение есть? Мы в основном приходим туда, очень востребована психологическая помощь. Очень востребована психологическая помощь, но сейчас очень мало психологов, да, специалистов, которые готовы работать вот в этой сфере. В сфере, когда уже идет угасание жизни, когда уже вот такие тяжелые энергии, так скажем, и приходят очень сильно осознанные люди, которые понимают, насколько важна их работа в помощь вот таким семьям. И у нас тоже были случаи, когда мы вот психологов обучали, мы приглашали других психологов паллиативной сферы из других городов, чтобы они поделились своим опытом, и они даже вместе с ними выезжали в семьи и прямо в полевых условиях их обучали, грубо говоря, да, показывали, как они работают, переходя на дом. Мы благодарим те семьи, которые дали согласие вот на обучение. И сейчас наши же психологи являются нашими лекторами для специалистов-нейротренеров, которые тоже в данное время по нашему проекту, они приходят на дом и оказывают вот такую услугу присмотра и организацию ухода и досуга с пациентом с когнитивными нарушениями. Вот сразу тут два вопроса возникает. Первый вопрос, наверное, связанный о том, куда обратиться людям, которые попали в эту ситуацию, да, какие-то, может быть, контакты. А второй вопрос, если все-таки я сам желаю поучаствовать в этой миссии благородной, быть волонтером, или есть соответствующее психологическое образование, и вот хотелось бы там в свободное время какое-то доброе дело сделать. Да, мы психологов всегда постоянно ищем, да, если они нас слышат. Нам очень нужны логопеды. Мы ищем именно людей, логопедов, которые готовы работать с взрослыми после инсультов. И я всегда говорю, что нужен выездной формат помощи, потому что наши пациенты, они не могут куда-то приходить в кабинете. Им удобно, конечно же, помощь получать дома. Так они могут обратиться по телефону 8 914 108 9659 волонтеры. Мы также будем очень рады видеть пробоно волонтеров, которые тоже поделятся со своими компетенциями. Нам очень нужны IT-волонтеры, юристы. Вот. Ну, я так понимаю, что основной источник вашей деятельности — это грантовая поддержка президентского фонда грантов главы республики. Вот вы сказали, что межсезонье, да, иногда бывает, когда между грантами. Вот как тогда вы действуете в этот период? Как-то снижаете активность? В этот период именно нас выручает партнерство с Республиканской клинической больницей номер 3, где ее сотрудники больницы являются нашими социальными волонтерами.
Да, и мы вместе с ними продолжаем онлайн-лекции, консультирование и выезжаем на дом. Делаем выездные вот такие мероприятия. Вот, допустим, есть вопрос, который как-то я встречал в социальных сетях, когда тема там поднималась, ухода за больными. По поводу ухода за мамой. Вот она после инсульта не двигалась, она там боится, дочка что-то сделать не так. И как ей узнать, правильно ли она это делает? Может быть, вы какой-то обучающий мероприятие? Да, и здесь именно в таком случае поможет школа домашнего ухода, которая цель вот этой школы — снизить тревожность ухаживающего. Правильно ли я делаю, не делаю ли больно, да, вот моему близкому человеку. Мы можем выехать на дом или сделать онлайн-консультацию. Онлайн бывает очень удобно для жителей районов. И как раз сейчас сегодня у нас стартовал мини-курс по деменции. На этой неделе у нас кабинет памяти обучает специалистов по уходу в районных УСЗН, комплексных центров поддержки и социальных работников. А на следующей неделе к нам подключатся медицинские работники отделения сестринского ухода. Вот. И это мы прощупали именно такую нить, что нужно обязательно как-то чтобы было больше соприкасаний между медицинскими организациями и социальными учреждениями, потому что социальная помощь, особенно в части людей старшего возраста, она невозможна без медицинской помощи. И что я еще хочу отметить, мы все, если мы счастливые люди, то мы все постареем. И, как говорится, пока мы молоды, пока мы работаем, пока у нас еще голова работает нормально, пока мы еще не дошли до своей деменции, надо все-таки думать о своем будущем и выстраивать систему помощи именно людей старшего возраста, чтобы, когда мы постарели, у нас была какая-нибудь такая система намного совершеннее, чем она сейчас в данное время находится. Ну вот вы еще предлагаете же бесплатную психологическую именно помощь. Как вы определяете, кому она нужна? Ну, ситуация, которую вы привели, там агрессивный пациент и жена, тут классика уже, да, тут все взвинчены, это все видно. А вот когда порой не видно, понимаешь, что это надо. За психологической помощью обращается, когда уже все достало. Да, все достало. Потому что если человек не желает получить психологическую помощь, конечно, ему это не надо. Вот, и получается, вы понимаете, да, мы насильно никому не помогаем. Как говорится, не навреди. Но к нам приходят и говорят: дайте мне хотя бы один день выспаться нормально. У меня мама с деменцией, она орет, все это не дает, она не спит ночами. Это, к сожалению, очень такая частая ситуация. Но вот в таких случаях поможет респис, как говорится, передышка. Передышка от ухода, плюс еще психологическая помощь. И если деменция она пошла уже в более такой тяжелой стадии, то уже коррекция терапии. Люди не знают, что надо обязательно пить лекарства. Вот это все. А вот на ваш взгляд, за последние годы какие изменения произошли в системе долговременного ухода за пациентами? Раньше же не было этой системы долговременного ухода. И знаете, вот именно зачинателями, да, начинателями вот этой системы долговременного ухода по всей России является именно НКОшка, благотворительный фонд «Старость, радость», который является оператором, федеральным оператором. Ну, раньше, по крайней мере, он был вот этой системы. И сейчас у нас в республике, благодаря этому в нескольких районах, пока еще, к сожалению, в нескольких районах, но тем не менее работает эта система, когда приходят государственные помощники по уходу бесплатно на дом и оказывают услуги ухода, чтобы семьям как-то облегчить этот уход, да, за близким, тяжело больным человеком. И что я еще хочу отметить, у нас время меняется, поколение меняется,
И сейчас нам не надо надеяться на своих детей, что они будут за нами ухаживать. Надо сейчас следить за своим здоровьем. Да. Вот здесь я полностью согласен, потому что я и сам наблюдаю, как врач, за вот такой ситуацией, что особо ухаживать никто не хочет, и те, кто не следил за здоровьем и с детьми нормально не работал, те пожинают плоды сейчас. Это очень острая тема, которую вы подняли, наверное, даже тема отдельного диалога. Очень-очень острая тема. Да. Но вот сейчас есть возможность обратиться к единомышленникам, волонтерам, медицинским работникам. Да. Вам слово. Уважаемые коллеги, мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Нам очень нужны ваши знания, ваша помощь, ваша поддержка. Можно поддержать, просто подписавшись на наш контакт, на нашу социальную сеть ВКонтакте. Можно оказать какую-то адресную помощь. Сейчас очень нужны именно памперсы. И также люди могут нам передать инвалидные коляски, которые мы потом передаем нуждающимся. Вот. Спасибо большое, Наталья Алексеевна, за то, что вы подошли к нам в студию, поделились такой важной работой, о том, как вы работаете, куда обратиться. Вот я хотел бы напомнить номер телефона, я его себе даже записал, 8-914-108-96-59. Вот этот номер, это номер, чтобы обратиться, если вдруг вы желаете стать волонтером, да, помочь организации. Если есть какие-то у вас проблемы, я так понимаю, вы тоже можете по этому номеру обратиться, и, возможно, вас координируют, как быть в той или иной ситуации. Коллеги работают в этом вопросе бесплатно, ну, за исключением там, социального пункта проката, это на уставную деятельность как раз средства, чтобы пополнять фонд оборудования, которое в последующем и передается в прокат. И в целом вот деятельность автономной организации «Долго жить», она как раз и направлена на то, чтобы жизнь была долгая, счастливая и по возможности и как семьям, которые участвуют в уходе за тяжело больными пациентами, так и самим тяжело больным пациентам помогают скрасить дни жизни. Поэтому еще раз, Наталья Алексеевна, спасибо большое. Наталья Алексеевна Каратаева, руководитель этого проекта «Долго жить» и куратор отделения сестринского ухода Республиканской клинической больницы номер 3. Мы говорили вот о вопросах долговременного ухода за пациентами. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Хочется пожелать каждому из вас, конечно же, здоровья. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии, стараемся все это рассказать в деталях. Берегите себя и своих близких. С вами был Иван Луцкан. Всего доброго. До свидания.